Якутский героический эпос Олонхо. Олонхо – общее название героического эпоса якутов, состоящего из множества больших сказаний. В старину Олонхо создавали и исполняли певцы Олонхосуты, которые пользовались особым почетом у народа за свой талант. Это были талантливые певцы, импровизаторы, обладавшие уникальной памятью запоминать наизусть многотысячные строки Олонхо. Средний размер их 10-15 тысяч стихотворных строк. Крупные Олонхо доходят до 20 и более тысяч стихотворных строк. Монологи героев Олонхо поются, остальное декламируется в быстром темпе, но нараспев, близко к речитативу. Все Олонхо исполняется одним человеком. Древние якуты представляли устройство Вселенной по-другому, чем мы. По их понятиям, существовало три мира – верхний, средний и нижний. Средний мир – это земля людей. Первыми племенами были древние предки якутов, названные в эпосе Ай-Аймага. Верхний мир – небо разделен на несколько ярусов, по количеству доходящих до 9. На этих разных ярусах живут якутские божества, внешне похожие на людей, но отличающиеся особым могуществом, мудростью и красотой. Под средним миром расположены 3 подземные страны Нижнего мира. Это страшный губительный мир, в нем царит вечный мрак, светят ущербные солнце и луна. Живут в нем племена Абасы, Адяраи, страшные чудовища, причиняющие людям зло и вечно враждующие с ними. Действие Олонхо обычно разыгрывается в этих 3 мирах. Основу конфликта в Олонхо составляют такие древнейшие сюжеты, как борьба с чудовищами, героическое сватовство. Герой женится на суженой в результате богатырской борьбы, подвигов, преодоления многочисленных препятствий. Главная идея Олонхо – это защита своей родины от врагов, мир и покой на земле. Представитель племени людей – добрый и мужественный герой. Он защищает людей своего племени, Ай-Аймага, спасает всех, попавших в беду. Ради этого он готов идти на любые подвиги, страдания, даже пожертвовать собой. Представители племени злых чудовищ – богатыри-абасы. Они наделены всеми пороками. Богатыри-абасы нападают на людей, грабят и разрушают их страну, похищают женщин. Вокруг образов героев и богатырей-абасы группируются все остальные персонажи Олонхо, родители и родственники их, добрые и злые божества и духи, шаманы и шаманки, вестники, рабы. Среди всех этих персонажей особо выделяется образ женщины-героини, невесты, жены или матери героя или других богатырей. Героиня в Олонхо идеализируется как символ красоты и женственности. Характерен образ мифического кузнеца Кытайбахсы, который не только выковывает герой его оружие и богатырскую одежду, но может перековать и его самого. Кузнецы, например, могут героя перековать в железную самодвижущуюся пику, чтобы он благополучно перешел через огненное море. Пика эта, перейдя через море, в зависимости от обстоятельств, может автоматически принять как образ самого героя, так и образ его врагов. Характерен также образ всезнающего мудреца, сяркене-сесене, советчика и доброжелателя героя. С большой симпатией и сочувствием рисуются в Олонхо образы рабов, парня-табунщика Сорука Боллура и рабыни-коровницы старухи Семяхсен. Оба они комические персонажи. Насмешливый и остроумный табунщик Сорук Боллур постоянно посрамляет своих господ, часто оставляя их в дураках, а грязная и униженная рабыня Семяхсин порой проявляет находчивость и спасает положение в таких случаях, когда ее господа оказываются слабыми и беспомощными. Значительное место в Олонхо занимает говорящий и поющий на человеческом языке богатырский конь, помощник и советчик героя.
Для Алонхо характерны также огромные вступительные описания страны героя, которая показывается как центр всего мира, усадьбы и построек на ней, жилища и его внутреннего убранства, а также прежней жизни людей до возникновения событий, с которых начинается Алонхо. Особое внимание уделяется описанию центрального места страны, священного дерева, называемого Ал-Дубмас, великое дуб-дерево, верхние ветви которого доходят до неба, а корни спускаются до преисподней страны Арсана-Дуалая. В священном дереве обитает дух страны, богиня Ан-Алахчин-Хотун, великая Алахчин-госпожа, защитница героя, его людей и страны. Ей герой приносит жертву, произносит заклинание Алгыс, вокруг священного дерева устраивают празднества, пиры и игрища. Сегодня Алонхо живет другой жизнью в различных видах искусства и культуры. Алонхо ставится на сцене как опера, как драматический спектакль, выпускается его текст в виде книг для детей и взрослых, исполняется в традиционной старинной манере на радио и телевидении, на грампластинках.